Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Региональная гарантийная организация Якутии много лет является надежным партнером для бизнеса, решая проблему нехватки собственного валового обеспечения субъектам малого и среднего бизнеса. Ранее эти функции выполнялись в структуре Фонда развития предпринимательства республики. Теперь же это отдельная организация, обеспечивающая доступ бизнеса к финансовым ресурсам. Каковы меры поддержки малого и среднего бизнеса, как их получить предпринимателю? Обо всем этом мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Андрей Миронов, директор гарантийного фонда Республики Саха. Андрей Егорович, здравствуйте. Добрый день, Надежда. Расскажите, чем же вы помогаете малому и среднему предпринимательству? Начну с того, что наш фонд является государственным. У нас учредителем является Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Также мы являемся участниками национальной гарантийной системы, в которой входят корпорации МСП, региональные гарантийные организации по России, у которых во всех субъектах есть такие организации, и наши партнеры входят в эту систему. Главной уставной целью нашей организации – это обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых финансовым и кредитным ресурсам при недостаточности обеспечения залога. Вот наша цель. А как получается такой механизм поручительства работает? На сегодняшний день у нас есть 11 партнеров, куда входят банки, кредитные кооперативы, и другие организации, которые оказывают финансовую поддержку, допустим, как Фонд промышленности Российской Федерации, Фонд промышленности Республики. Наш предприниматель обращается к нашим партнерам. Допустим, если возьмем, например, банк, идет в банк, подает заявку на кредит. В случае недостаточного обеспечения включает в сделку наш залог обеспечения. Подается кредитная заявка на определенную сумму. Банк оценивает наше обеспечение как высоколиквидный, снижает свой риск того, что предприниматель, возможно, не погасит долг, его риски покрыты нашим поручительством. Таким образом, вероятность принятия положительного решения повышается, и банк принимает, допустим, в случае положительного решения принимает решение выдачи кредита и направляет заявку о предоставлении поручительства в наш фонд. Наш фонд тоже проверяет своим параметрам, требованиям в соответствии с законом. Если согласны поручиться за этого предпринимателя, сообщаем банку, нашему партнеру, и банк, получив наше сообщение, подписывает кредитный договор, трехсторонний договор поручительства, где банк, клиент и гарантийный фонд. В итоге наш предприниматель получает необходимые кредитные средства для развития бизнеса. Такой механизм. Наверное, бизнес-то не по всем направлениям можно развивать. Есть какие-то ограничения? Да, у нас есть приоритетные направления. Получается, у нас главный федеральный закон 209 ФЗ о развитии субъектов малого и среднего предпринимательства, который устанавливает также требования и региональные требования Министерства экономики Российской Федерации, по которому мы, допустим, не поддерживаем подакцизные виды деятельности, добычу полезных ископаемых. Есть приоритетные направления, допустим, как производство, туризм, креативная индустрия, научная деятельность, гостиничный бизнес. Это приоритет, мы это направляем. Соответственно, есть другие виды направления, как торговля и услуги, это тоже поддерживаем. А программа поручительства, она одна, этот трехсторонний договор или еще какие-то? Нет, у нас есть целых 4 продукта. Получается стандарт, приоритет, есть защитник Отечества и промышленная гарантия. Общие параметры наших продуктов таковы, что мы поручаемся до 10 лет, получается, можем поручиться в размере до 50 миллионов рублей и можем покрыть это по одной кредитной сделке, получается. А общий лимит до 80 миллионов рублей мы можем поручиться по финансовым обязательствам наших предпринимателей. Также я вначале тоже говорил, что мы покрываем риски предпринимателя. До 70% финансовых обязательств мы покрываем нашим поручительством, получается. Плюс есть в наших продуктах также комиссионное вознаграждение. Это варьируется от 0,25% до 1%. То есть отличие продуктов от размера покрытия, получается, поручительства и комиссионного вознаграждения. Приоритет это тоже, там
пониженная ставка, защитник Отечества, соответственно, одна из самых маленьких вознаграждений оплачивается. И вот такие отличия в наших продуктах. Ну и продукт, который называется «Защитники Отечества», это для участников спецопераций. Да, и не только, и для членов семьи, Но мы знаем, которые что ведут бизнес. да, до этого года региональная гарантийная организация, она же работала в составе Фонда развития предпринимательства. А почему же вот было принято решение так вот разделить две организации? Мгм. Ну, 2007 года у нас в нашем субъекте ведется деятельность региональной гарантийной организации, и Министерство экономики Российской Федерации принято решение о разделении двух видов деятельности, да? То есть государственной микрофинансовой организации, это у нас Фонд развития предпринимательства было, да, получается, да, и есть, и региональной гарантийной организации. Это принято в целях снижения финансовых рисков, исключения конфликтов интересов и для надежности структуры поддержки. Также это обеспечивает, это разделение, расширение объемов поддержки наших предпринимателей. Потому что как до разделения Фонд развития предпринимательства, допустим, не мог, он же выдает микрозаймы и не мог за себя поручиться, да? То есть сейчас, разделив наши организации, мы можем уже поручаться вот за микрозайм нашего предпринимателя в Фонде развития предпринимательства. Да? Вот такая мера поддержки, она поможет нашим предпринимателям уже получать больше финансовых ресурсов для развития бизнеса. Ну давайте, наверное, еще поясним нашим зрителям, что все-таки у микрозайма есть не только негативная окраска у этого слова. Да, микрозайм у нас в том смысле того, что он ограничен суммой же, да, получается, да, наш предприниматель через гарантийный фонд может обращаться уже в наши банки, получать более крупные суммы, да, и с мерой государственной поддержки может получать уже большие суммы. Не только кредит, и у нас есть еще поручительство по банковским гарантиям, по кредитивам, и в планах у нас также по лизинговым обязательствам мы будем поручаться. Продолжая тему предпринимательства, на следующей неделе праздник у тех, кто занимается бизнесом. Может быть, гарантийный фонд что-то к этому празднику готовит? Да, у нас 26 мая отмечается День российского предпринимательства. Мы к этому готовим. Вся экосистема Министерства предпринимательства, торговли и туризма готовит мероприятия свои, в том числе гарантийный фонд 27 мая на следующей неделе будет проводить для вас, предприниматели, наше мероприятие, в котором мы расскажем о мерах государственной поддержки с помощью наших финансовых организаций. Также вы узнаете о успешных кейсах, которые воспользовались нашими мерами и услугами. Предприниматели, которые воспользуются, расскажут свой опыт, да, и реализации своих проектов с мерами государственной поддержки. Также вы узнаете свои прогнозы, будут присутствовать наши банковские партнеры, которые расскажут о перспективах развития кредитных продуктов, банковских продуктов, и все для развития бизнеса. Поэтому всех приглашаем в наше мероприятие. То есть, получается, с пользой пройдет празднование. Да, и мы там будем анонсировать еще новый продукт. Вот давайте о новых продуктах. Если у вас их сейчас 4, то сколько потом будет? Вот до 27 мая правлением нашего гарантийного фонда будет утверждаться новый продукт, интеллектуальная собственность. Отличие от других 4 продуктов, да, оно отличается тем, что есть предприниматель, получается, у него есть интеллектуальная собственность, зарегистрирована, да, это право, и он может получить у наших партнеров финансовые ресурсы и будет передавать в залог в обеспечении своих исполнений финансовых обязательств эту интеллектуальную собственность в залог нам, и мы в рамках этого продукта, я ранее озвучил, что мы будем покрывать до 70% да, стандартных продуктов, то тут уже 90% его обязательств мы покрываем. То есть банк, предоставляя кредит, он будет уверен, что надежен его кредит, возвратность обеспечена гарантийным фондом и будет поддерживать тех предпринимателей, у которых есть интеллектуальная собственность. Таким образом, данная поддержка позволит различным видам
предприниматели кредитной индустрии не только получать кредит с помощью своей интеллектуальной собственности. Это мы будем анонсировать на нашем мероприятии. Приходите и узнать, мы поподробнее расскажем все. Ну вот просто вы так затронули интеллектуальная собственность. Я думаю, наверное, что-то там с креативной экономикой явно связано. Да, обязательно оно может быть во всех видах отраслей экономики, получается. И бывает, что я вот встречаюсь с предпринимателями, которые есть и в культуре, и в IT. У этих предпринимателей нет залога для получения кредитов, недвижимости, транспортных и другое имущество, нежели только, допустим, какое-то свое изобретение. Этот продукт, в общем, помогает этой части предпринимателей, которые имеют интеллектуальную собственность. Хорошо. Ну и завершая нашу с вами беседу, где же предприниматель сможет получить консультацию по мерам поддержки как раз от вас, от гарантийного фонда? Ну, гарантийный фонд находится по адресу Орджоникидзе, 50, вот в центре Нордхаус называется, где также находится фонд развития предпринимательства, по этому адресу находимся. Количество и партнеров, названия партнеров размещены на наших сайтах. Это все практически банки, находящиеся и работающие в городе Якутске, не только получается. Они могут непосредственно зайти в сайт, посмотреть информацию, прийти в наш офис, как я сказал, по адресу Орджоникидзе, 50. И также могут, у нас есть чат от Макси, можно самому написать вопросы и получить достоверные и исчерпывающие ответы на эти вопросы. Ну, также и позвонить по нашим номерам, по телефонам, по которым у нас размещены на сайте. Мы всегда по телефону можем проконсультировать. И наши также партнеры, мой бизнес, также в Лусах и не только в Лусах и в Якутске могут проконсультировать по нашим продуктам, по механизмам поддержки региональной гарантийной организации. Вот. Спасибо, Андрей Егорович, что нашли для нас время, поделились интересной информацией. Наверное, все-таки рановато, но тем не менее с наступающим Днем российского предпринимательства. Спасибо. Приходите Спасибо к нам за еще. приглашение. До свидания. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.